Аԥснатәылахьчара аминистрра аусбарҭа афицарцәа зааҭгылеит ари ашықәс иалагӡаны иаарԥшыз аихьӡарақәа ртәы. Аҵыхәтәантәи аамҭазы атехника, абылтәы, ашәҵатәы, ахәшәқәа, афатә ҳәа ҳтәыла арбџьармычқәа реиқәыршәаразы еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла аҭагылазаашьа шеиӷьхаз азгәаҭан. Ҩнызқьи ҩажәа, ҩнызқьи ҩажәи ԥшьбатәи ашықәсқәа рзы аминистрра абиуџьет ҩынтә ишьҭыхын. Аԥсни Урыстәылеи ирыбжьоу аиқәшаҳаҭра инақәыршәан аҳтәылауаа Урыстәыла арратә иурҭақәа рҿы аҵара рҵоит. Убасгьы аус еицура апланқәа рыла ҩ-ҳәынҭқаррак рыбжьара аиԥыларақәа мҩаԥысуеит. Аԥснатәылахьчара аминистр аинрал-полковник Владимир Ануа иазгәеиҭеит хықәкы хадас ишрымоу арбџьармычқәа рырҿиареи рырӷәӷәареи. Ари аус Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниа ахылаԥшра ҷыда шеиҭо. Основными задачами, стоящими перед Министерством обороны на 2024 учебный год, являются совершенствование и развитие вооруженных сил, поддержание боевой мобилизационной готовности органов военного управления, воинских частей подразделения военных комиссариатов, качественное выполнение мероприятий план подготовки вооруженных сил на 2024 учебный год, международное военное сотрудничество с Министерством обороны Российской Федерации и другими дружескими государствами. В 2024 году в соответствии с приказом главнокомандующего вооруженными силами президента Республики Абхазия было проведено усовершенствование организационно-штатной структуры, наращивание боевого состава вооруженных сил, направленное на внедрение новых способов ведения боевых действий, адаптацию войск современным условиям вооруженного противоборства, повышение боевого потенциала вооруженных сил. Введение изменений в организационно-штатную структуру Министерства обороны и Генерального штаба, которые позволили поднять на новый уровень оперативное мобилизационное планирование, организационной боевой подготовки воинских частей подразделений, в том числе и резервных формирований. С учетом изменения характера, введения боевых действий, введения боевой состав вооруженных сил новые виды вооружения, беспилотные летательные аппараты, обеспечивает существенное повышение результативности действия воинских формирований тактического звена. Значительный упор делается на подготовку резерва вооруженных сил, внедряются новые формы и способы обучения военнослужащих. Все мероприятия, принятые в истекшем году при непосредственном участии главнокомандующего вооруженными силами президента Республики Абхазия, Кабинета министров Республики Абхазия, позволили повысить боеспособность вооруженных сил и их способность отвечать на вновь возникшие угрозы и вызовы. Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниа иқәгылараҿы иазгәеиҭеит адунеи аҟны иҭышәынтәалам аҭагылазаашьа ҳасаба зуны ҳтәылахьчара аминистрра алшарақәа шырӷәӷәалатәу акадрқәа атехникатә еиқәыршәареи уахь иналаҵаны. Я бы хотел сегодня с вами обсудить новости последнего времени. Наверное, знаете о том, что пришел соответствующий документ из Российской Федерации о приостановлении финансирования определенным категориям бюджетников. В связи с чем такой документ появился и что является условием для того, чтобы финансирование было продолжено. Почему так получилось? А это касается всех бюджетников, в том числе Министерства обороны коснется. В договоре от 2014 года, от ноября, 24 ноября 2014 года прописано, что мы вместе с Российской Федерацией создаем общую территорию обороны и безопасности, общую территорию социально-экономического развития, что предполагает гармонизацию наших законодательств. Мы готовимся к этой работе, проводим эту работу уже более 10 лет. Или скоро будет, в ноябре будет 10 лет. Это обязательства сторон, они закреплены подписями президента Путина и президента Хаджимба. Я, кстати, считаю, что этот договор был правильный, своевременный, и обязательства, которые заложены в этом договоре, должны быть выполнены. Вот когда речь пошла о выполнении обязательств, возникли сложности. Вы, наверное, это хорошо помните. Объединенная военная группировка, создание и строительство новой военной базы в Ачимчирском районе. А я бы хотел спросить, сегодня мы разговор построим
нетрадиционный, не верховный главнокомандующий с военнослужащими, а вот гражданин с гражданином. Нам нужна была дополнительная военная база в селе Меркула Ачимчирского района, которая финансировалась в Российской Федерации. Или не нужна была бы? Как вы думаете? Нужна. Нужна, да? Нужна. Ну, у кого, спрашивать, если не у вас? По какой причине это не состоялось? Это была ошибка, которую мы допустили в тот период. Видите ли, из-за позиции отдельных политиков, недальновидных, деструктивно настроенных, эта история у нас не состоялась. Арра чарта даразы акрызҵаз куаҳакәны иаанхоит Урыстәылеи ҳареи ҳаизыҟазаашьақәа ҳәа азгәарҭеит Аруаа, убри аҟнытә ҳажәара ӡаны ахҭысқәа хҳәар заҳаулароуп рҳәеит дара. За нашу свободу и независимость во время нашей войны погибло 294 добровольца. Задумаемся, давайте над этими цифрами. 294 человека. Погибло более 100 миротворцев. Знаете, задуматься надо, можем ли без России? Это нормальный человек себе этот вопрос никогда не задаст. Это недопустимо, недопустимо. Вы знаете, вот после признания 2008 года, до признания до 2008 года, в Гарском районе, охраняя границу нашей республики, выполняя боевые задачи, погибло 412 наших граждан, офицеров вооруженных сил нашей республики, Министерство внутренних дел, таможенники, резервисты. 412 человек погибло. Это о чем говорит? С 2008 года, благодаря признанию, благодаря вводу войск сюда, наличию баз российских, мы потерь не несем на границе. Мы живем спокойно. Наши границы охраняются. Воздушное пространство охраняется, морское побережье охраняется. То есть все, что делает Россия, это делает во благо нашей страны. Я думаю, что с теми людьми, которые сегодня говорят другое, надо говорить, разговаривать. И все наши дела, и то, что касается безопасности, то, что касается строительных работ, сколько преобразилось от Абхазии, город Сухум, наши районы, как преобразились, сколько было построено, сколько больниц. Это все вы все прекрасно знаете. Я думаю, что, Слава Георгиевич, мы поддерживаем в этих вопросах. Мы должны быть с великой Россией. У нас другого пути нету. Так сложилась ситуация. Вопрос, который никогда не должен был вставать. Вопрос, в котором, очевидно, неотъемлемая часть наших отношений с Российской Федерацией. И что этот вопрос сегодня, благодаря каким-то политическим интересам, обсуждается. Это удивительно, это печально. Я был депутатом 3-го созыва и скажу вам, что ничего не происходит заново. Мы это уже видели. Потому что и в тот период тоже находились силы, которые из любого решения создавали страшилку, создавали прецедент, что это прогрузинская ориентация, что это потеря суверенитета, потеря наших достижений и так далее. Эти силы были всегда, и, к сожалению, обидно, что, значит, этот вопрос вынесен на уровень противостояния в борьбе за власть, скажем так. Это очень печально. Я думаю, что ни на одной, ни в другой стороне нет людей, которые были бы не патриотами. И та же самая позиция, это те же самые патриоты, это наши друзья, это наши братья. Но сегодня фишка, основная фишка, оказалась взаимоотношения с Россией. Между прочим, главным оружием демократов и Соединенных Штатов и Запада всегда было внедрение вопросов либерализма, демократии и свободы слова. Вот эта свобода слова, демократия, гласность и социальные сети, в которых каждый имеет возможность высказывать, Бог его знает, что у него в голове, это и создает напряженность в обществе. Сегодня у нас количество общественных деятелей в республике зашкаливает. Понимаете, каждый может назвать себя общественным деятелем и высказывать любое мнение, которое у него заблагорассудится. Кто его признал общественным деятелем? Никто. Он назвал себя таковым. Социальные сети сегодня изобилуют этой информацией. Все это раздражает общество, все это создает состояние неуверенности. Поэтому сегодня проведем мы 10 митингов, ничего не изменится, скажу почему. Потому что это вопросы гласности, они будут происходить. Социальные сети будут пестреть опять
вопросами противоречий, найдут всегда за что зацепиться, найдут всегда почему создать проблему. Значит, я хочу еще раз сказать, это не только мое мнение, отношения Абхазии и России это должен быть незыблемый фактор, не обсуждаемый никакими институтами, никакими общественными организациями. Заралом кала зехи шипшини же шуксара хасаба жарк джерпш. Балахширамистр джусован хигисоп. Абрав Валериан Георгиевич Шихазев сигило сапшату бяя хазизбанак зери хазигяшоб убыстрики хонатегула заша гал перенер саралом галаги ахурек сорхена хапжираги сапшехени азиксерхен юнизих ежбарзахен гидаже сихзалы ариштона ახ შენეს შრეზეჰან იყოს იგი ყვაფსის სკოლაშოთ იგი ჟირუგრამ თესეს თხზამნომ გალა ზბენზე შა ჰაჯვა ჰალაგე დაფსოჟა ყოპალას შიზი დრჟონა შტაჰრა ჰაჯრ შანაი ვა ჰალშარა ყალმაჩხოთ ჰასბიანა გოთ იხალომ გალა სტრატეგიად გულოს ვიზეს ეშას ჰაზნუყუს გაზ ჰახებშმრა ჰაჯგილკოს იგი თარცრტ ყაზზა ზაურს ვიზერეთ ხაჰიც ხაჰნა შაჯერა სართა ჰამო ფასგვიანა გობსეცერ შეჩაჯი იმაზერა სარდესერა მილატლა თურქო ბახა სააძერა ფსუო ფასხოც ფხაზოთ ვლადიმერ ვლადიმირიჩ პუტინი მედვედევი რომ იგერთაჯლ რომ ჰაგუბლრეგი ჰაბჟალა ხეტა ვიზერეგი ჰაბჟალა ხეტა Амра зарандия пхарамо камкия хапсвателе хапшра.